Шумбратаду весенень, привет всем! Мы группа Оми, что в переводе с эрзянского языка означает «душа». И сегодня мы вам будем петь песни и на макшанском языке, и на эрзянском, ну и также на диалекте эрзянского языка шакшанском. Мы будем также еще рассказывать вам о костюмах, потому что это, наверное, самый популярный вопрос в наших соцсетях. Если же мы говорим про этническую территорию Эрзян и Макшан, иногда нас еще называют общим словом «мордва». Это экзоэтноним. Ну, так соседние народы, русские, прозвали два очень-очень близко родственных этноса. Если посмотрим на карту на Мордовию, да, то мы можем увидеть, что ближе к Москве находятся Макшанские районы. Где-то немножко севернее находится этническая группа эрзян, это Шокша. Ну и дальше уже к востоку, ближе к Уральским горам, находятся эрзяне. Ну а начнем мы с композиции, клип, на который вы можете увидеть на нашем канале в YouTube, Omi Music, в основе которой свадебная эрзянская песня. Ее пели женщины, когда вели невесту к дому жениха. Ойме Вайя.
Мокши, то есть у мордвы, очень богатый календарный цикл. Различные праздники, которые связаны с изменением, так скажем, в природе. Можно начать с Масленицы. Масленица у нас проводится в то же время, что и у русских. И, конечно же, в это время у нас было принято женщинами печь разные вкусности, так называемые птички из теста, печенье, специальные пирожки. Вот с этими птичками женщины на Масленицу шли на гору высокую, которая у них была в деревне обязательно, с детьми, с маленькими. Девушки могли идти, и когда они поднимались на гору, они закликали птиц, исполняли заклички. Сейчас мы исполним несколько весенних песен, причем они будут звучать на макшанском языке. И первая песенка, по сути, она сейчас стала уже детской такой потешкой. Это свойственно, так скажем, фольклору в наше время, когда именно календарные песенки, они несколько как бы теряют свою функцию, да, и приобретают вот другую. Да. В данном случае ее поют дети. Раньше пели именно в этот период масленичный. Интересный жанр диалог с перелетными птицами. Возможно, вы догадаетесь, какая это весенняя птичка. Она такая шумная. Ритмичная. Да. Похоже? Настя? Очень похоже. Мы уже столько лет изображаем дятлов, что уже научились в идеале. Короче, давайте вместе побудем бешеными весенними дятлами. Шикшата. Ай, шикшата, шикшата, местну реки не полоте, местну реки не полоте, одавазе по назе, полапенецке розе, шушу прине фюрдазе, лепти на моте возе, о тебе кандузе, пизуники тизе, ай, шикшата. Месукине полоте, одавайте по назе, полапенецке розе, шушу прине фюрдазе, лепти на моте возе, о тебе кандузе, пизуники тизе, ай, шикшата, 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 месукине полоте, одавайте по назе, полапенецке розе, шушу прине фюрдазе, лепти на моте возе, о тебе кандузе, пизуники тизе, шикшата, месту реки не полоте, одавайте по назе, полапенецке розе, шушу прине фюрдазе, лепти на моте возе, о тебе кандузе, пизуники тизе, ай, шикшата. Шикшата.
воде. Лейтенант на сегодня. Вот теперь каждый день. Писюники тизи, писюники тизи, писюники тизи, 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 давайте полотей, полотенец керосин, полотенец керосин, не каждый день, не каждый день, лейтенант на сегодня, вот теперь каждый день, вот теперь каждый день, писюники тизи, Шикшата. шикшата, 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 шикшата. Влад наш шикшата. Ну и, конечно, пользуясь, так скажем, случаем, хочется представить каждого из нас. Владислав Осколков, скрипка группы ОМИ. Девочки, аплодируйте. Еще одна весенняя песня про уже, ну, как бы других птичек, про грачей. Ну, вообще песня называется «Гора-гора горочка», «Пандузе». Большая гора. Я не знаю, где в Мордовии, правда, горы, а тем более большие, но... Есть. В каждой деревне есть гора. Ну, в общем, кто не побыл, на не станет, ну, наверное. Но это Ну, совсем другого плана гор. Ну, в общем, большая гора, представили. Там прилетели грачи, черные такие, с блестящими глазами. Свили гнездо большое. И там вывелись из яиц маленькие птенчики.
конечно, в первую очередь мы говорим про женские национальные костюмы, потому что у эрзиан, макшан богатые комплексы нагрудных и поясных украшений и головные уборы просто шикарные. Что же есть общего? Начнем с этого. Это женская рубаха туникообразного покроя, которая, в общем-то, и у эрзиан, и у макшан в основном называется как панар. И рубаха всегда украшается ручной вышивкой. Вот у эрзиан она выполняется такими шерстяными нитками. У макшан сама вышивка более тонкая. Можно и с этой стороны, так скажем, надеть, и теоретические сеты. Все очень и очень аккуратно. Характерное украшение у мокши — это вот такая, так скажем, пелерина. Но вообще, я так предполагаю, что есть различные диалектные названия на макшанском языке. Ну, далее идут очень такие узнаваемые украшения. Это кумбрят. Это поясное украшение женское, которое служило как декоративным украшением, так и оберегом. И его название переводится, грубо говоря, как змеиные головки. Из-за вот этих колокольчиков, которые напоминают головки змей. Вот еще у нас такой один из вариантов вот этого поясного украшения. Как правило, вот эти все монетки, звенящие элементы, громкие элементы, они служили своего рода оберегом. И еще стоит, конечно же, рассказать про головной убор. Вот Насте продемонстрирован. Это поздний вот такой, вариант. Да, поздний вариант. Повязывание платка уже, когда платки проникли в жизнь обычного крестьянина, мордовского, макшанского. Да, обычно так завязывали платки именно макшанки. Еще мы расскажем про чудесный один головной убор Зубополянского района. Называется «Златной». Мы решили этот головной убор реконструировать. Итак, златной. Какие используются здесь материалы? Это, во-первых, это золотое шитье. Вот вы видите золотое шитье. Мы обратились к мастерицам по русскому народному костюму. Дальше используется бархат, черный бархат. Также он продолжается в задней части головного убора. Также используется именно красная шелковая ткань. Мы постарались найти вот с таким как бы внутренним таким рисунком, как и в оригинале. И дальше идет лента. В оригинале лента из лилово-желтых полос и цветков. Нитки, пуговица, кстати, пуговица из Дагестана. Все это также вы найдете и в оригинале. И вот эти все вот эти вот детали, все эти ткани, то есть шелк, бархат, лента, золотной, так скажем, накладываются на холст. И здесь подшивается лубком. Ну и венчает наш головной убор в оригинале 4 павлиньих пера. Но нам нравятся нечетные цифры, мы решили 5. Так что, вы знаете, чтобы вообще так вышла девушка, да, из группы ОМИ. Например, Настя Косова. Кстати, познакомьтесь, Анастасия Косова, вокалистка группы ОМИ. Ну, может быть, вы знаете эту историю. Она вообще была нашим фанатом. Может, ты осталась, Настя? Конечно, осталась. У меня даже ВКонтакте любимая музыка. Первым идет группа ОМИ. И так, чтобы вах! Вот чтобы все в нее влюбились. Вот она такая громкая. Слышите, да?
громкая, ну, Ну относительно. да, как говорится, Макшанку сперва слышно, а потом уже видно. Ну и возвращаясь к головному убору, смотрите, есть некая, ну, небольшой секретик, да, как надевать такие головные уборы. Нужно обязательно волосы собрать пучком наверху. Они, во-первых, не мешает здесь. Пучок, он даже поддерживает этот головной убор, он придает нужную форму этому головному убору. А в-третьих, вообще, да, женщина и ирзианская, и макшанская, да, в традиции не показывает волосы. Она может показать там мужу, но на людях волосы должны быть собраны. Извините меня, но у нас как бы world music, поэтому тут я это как бы колдую этими волосами. Это возможно, да. На самом деле макшанский традиционный костюм очень многосложный, очень много компонентов. И поэтому, когда одевалась девушка куда-то на праздник или на свадьбу, ей помогали, конечно, подруги. Их могло бы быть очень много. 3-4 человека. Это было и много рубах, это и большое количество украшений, и сам головной убор. Надеваем? Да, возвращаемся к нашему головному убору. Под него нужно надеть такой, как ежевика его называет, чепчик. Я, наверное, не дотянусь, поэтому чепчик я даю ежевике, она его наденет Это сама. очень удобная шапочка, которая как раз собирает волосы, чтобы они не выпадали. Ну и, наверное, для того, чтобы головной убор дольше сохранился, не пачкался волосы и лучше держался. Мы не будем говорить, что держит этот головной убор. Да? Вот это вот. Пожалуйста, приходите в наши группы в соцсетях, ВКонтакте, там на Фейсбуке, в Инстаграм, конечно же. Да? И там мы уже будем делиться дальнейшими секретами. И, в общем, все отлично будет. Ну как? Влад, чё реакции-то никакой нет? Дело в том, что, как уже Ежевика сказала, головных уборов существовало огромное множество. Они были разной формы. На мне тоже макшанский головной убор. Это оригинал. Ему, наверное, более 200 лет. Но вот мне посчастливилось как-то его приобрести. Ну, давайте мы сейчас поем следующую песню, пока снимается головной убор. И эта песня будет называться... Среди нас нету девушек с такими именами, но среди вас, я уверена, они есть. Это прекрасное имя Маша. По-ирзиански оно звучит Машура, Машурка. Ласково так, да? Настя у нас сегодня побудет Машурой. Вай, Машурай, и нам нужно с вами выучить вот этот вот возглас. Вай, Машурай! Мы вам будем показывать, когда, предварительно, когда это нужно сделать. И вместе с нами давай будем кричать. Вай, Машура! Подбадривать Настю. Машу. Вай, Машурата! Вильгамоле да Машурада, Вильгамоле Машурада, Вильгам заводера. Американ заводера, Американ заводера. Короче, Магадео, ちょまでおちょれせにょつら
сяєш сіда, Тарчала шосяєш сіда, вітіця зовішні. Ой, Машура! Зовішні не довітіця, зовішні не доходь, вішні не важу мне. Гамоли да Машурада, гамоли Машурада, амельганца утра. Вітіця зовішні не довітіця, зовішні не доходь, вішні не важу мне. Гамоли да Машурада, гамоли Машурада, амельганца утра. Вітіця зовішні не довітіця, зовішні не доходь, вішні не важу мне. Гамоли да Машурада, гамоли Машурада, амельганца утра. Машура, Машура, Машура. Сейчас расскажем вот про этот посох, потому что, наверное, возникли какие-то вопросы. Киряс из Мордовии, мастер-резчик по дереву, сделал в напольной тавле, село Напольная Тавла, сделал вот такой вот посох мужского плодородия. То, что, собственно, такой посох бытовал в традиции. Да, по сути, вот этот посох — это как бы стержень, как мировое древо, и в котором отразилось финно-угорское вертикальное строение мира. Значит, вверху у нас боги. Нишкипас. И там же светило, солнце, звезды находятся. Средний мир — это среда, где живем мы, люди. Но не все так просто. Рядом с людьми по ерзянским, макшанским мифологическим воззрениям, да, жили кто? Вот как раз. Различные божества и духи. Да, например, там чаще всего женского рода. К примеру, богиня воды Видява, богиня деторождения. Да? Например, богиня огня Тулава. А вообще божеств было такое множество, Нурвава, великое, что даже была Веревакай. богиня двора, О, богиня печи. да. Да. Кстати, вот еще один участник коллектива, такая женская энергия, хранитель традиций, этномузыколог и вокалист группы Оми Лариса Зыбкина. Так, и последний мир — это мир предков. У нас действительно особое почитание людей старше нас, старшего возраста, и тех людей, которые ушли в мир иной. И да, есть такое ощущение, что ну, так принято, что человек, который много сделал в этой жизни для тебя, вообще для культуры национальной, да, он уже в том ином мире может помочь нам, людям, находящимся здесь, вот на этой планете Земля. Так, и здесь мастер украсил все вот это родовыми знаками. Родовые знаки — это, ну, так скажем, метки. Ну, окей, еще говорят знаки собственности. Их утилитарная функция, отмечали, каждый род отмечал там бытовую утварь, да, сельскохозяйственные какие-то орудия труда. Украшали вот, не украшали, а вырезали вот эти вот свой знаки. Да, у каждого рода, чтобы было понятно. У каждого рода был свой знак. Мало того, полностью заимствовал этот знак
старший сын, а вот младший сын, он немножко вот этот вот свой знак, знак своего рода немножко изменял. Ну, понятно, что жена его принимала знак как бы мужчины. Мы придем в, например, Рязанское кладбище, например, села Старой Турдаки Качкурского района Республики Мордовия, то мы найдем такие места захоронения, где вот у подножия крестов вырезаны знаки. Родственников одной там семьи, да, хранили друг с другом рядышком. Это тоже принято в традиции. Про песню. Следующую песню. Давайте акапельно тогда, да? Давайте споем о мировом древе, раз уж мы заговорили о том, что мир имеет вертикальное строение. Кело, кело, Тере, кело, кело, не кося, дышаче манять. Шаче Маняте кело не коса де косо манять. Косо маняце коженяся де ложеняся. ложеняся, Сама пане доні ширеняся. И сейчас мы расскажем вам обещанное про эрзянский костюм. Его характерная деталь, конечно же, вот чтобы вот сразу вы угадали, что это эрзянский костюм, это широкий такой набедренник с бахромой, который называется пулай. У нас есть в нашем, так скажем, фонде группы ОЙМИ пулай из Большеберезняковского района Республики Мордовия. Весит он несколько килограмм, а вообще доходило аж даже свыше 15 килограмм весил пулай. Ну вот этот, наверное, около 5, мне его даже тяжеловато держать вот так в руках, он норовит выпасть. Да, этот пулай повязывался на пояс, причем его надевали именно в тот момент, когда девочка становилась девушкой. И таким образом вот эта вот тяжелая часть, она формировала фигуру девушки. И сразу хочется расправить плечи, сразу выравнивается осанка, поскольку для того, чтобы этот пулай надежно держался на бедрах, хочется сделать прогиб, естественно, прогиб в пояснице, и плечи автоматически распрямляются. Посмотрите, на ежевике представлен именно праздничный вид пулая. Ведь существовал еще обычный, будничный, который не был так разукрашен, как данный вид пулая. Тот был без камушек, просто состоял из этих нитей, которые сшивались на ткани. Следующая песня мифологическая. Это песня о богине хмеля Комлень-Ава или Комалявка. Как мы уже говорили ранее, у Мордвы существовало очень много различных божеств. И Лариса упоминала, что была и богиня печи, и богиня двора, и даже, как я уже сказала, богиня хмеля.
Эта богиня отвечала за веселье, за праздник, конечно же. да. И в этой песне она сталкивается с другой богиней, Норовавой, которая отвечала, в свою очередь, за труд, за урожай. И, конечно, веселье и труд как-то друг с другом конфликтуют. Две этих богини пришли к миру и согласию, потому что в мире есть место как для труда, так и для веселья. Комлень, Ава. На мне, кстати, девичий головной убор. Вот такая вот повязочка эрзянская. И еще про один костюм мы хотели рассказать вам. Шакшанский традиционный костюм. Он также состоял из основного женского элемента одежды. Это паанар.
или по-другому панар ожакай. Отличительной, скажем, чертой можно назвать цветовая гамма. Вот вышивки, если у ирзян преобладает черная, красная краска на вышивке, то у шокша, как мы можем увидеть на этом образце, мы видим много золота. Очень много золотого, желтого цвета. И этот головной убор дошел до нас под названием сорока. Сорка. Да, сорка или сорока. Тоже опять мы убираем волосы, да? Представим, что я брала волосы. Это женский головной убор замужней женщины. Это не девичий, опять же. Под низ обычно одевали какой-то платок, чтобы, опять же, лучше укрепить волосы, собрать. И вот таким образом он повязывался. Вот. Да, это мы с рубахи плавно перешли на головной убор. Да. А он, в принципе, по форме ничем не отличается от общеирзианского головного убора, кроме вот цветовой гаммы, как я уже сказала. И здесь вот именно в этом головном уборе, видите, какой длинный хвост, да? Не хватает бахромы. Здесь по краям шла такая густая, достаточно Видимо, длинная она и бахрома. была, уже Да, не сохранилась. здесь Очень старый образец головного убора. Это не реконструкция, это оригинал. Да, ну, рубаха подпоясывалась специальным, конечно, плетеным поясочком. Опять же, как у Макшан Уверзян, подвешивались вот эти кумбрят, украшения оберег. И на это одевались еще поясные полотенца белого и красного цвета. И затем надевалась, видимо, в холодное, более холодное время года вот такая шубейка, которая вот не встречается у ирзян или у макшан, вот именно такого плана. Ну и мы перейдем к нашей финальной песне, тоже еще про одну богиню. Давайте вместе. И Влад тоже. И песня о матушке леса Вирявакай. Да. Окай,
свято комуніли. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. І самі. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. О, иха, иха, а-ха-ха-ха-ха. Мы прощаемся с вами по-ирзянски. Вастумазунок, вечки викселгат. До свидания, дорогие друзья, и надеемся, до встречи. Звукорежиссер нашей программы и нашей группы Валентин Осинский. И лидер нашей команды Ежевика Спиркина. И, в общем-то, все мы вместе. Это только лишь часть, но прекрасная часть группы Ойме. А почему материальки не пели? Потому что... Потому что там так уже всего полно. Забыли материальку? Мы сейчас акапельно споем «Матрень Алданя», оказывается, это его любимая песня, специально для звукорежиссера группы «Ойме», звукорежиссера студии гостеприимной Владимира Осинского и как бы нашего второго дома, Валентина Осинского. Ну, в смысле, он не второй дом, но я имею в виду звукорежиссер. Первый и незаменимый. Да, «Матрень Алданес». А где Влад? Это любимая песня там только уже Вали, понятно. Не Влада. Может, так раз повернусь, показать, что не там. Алексей, покажи там. Уже, Алекс, а капельно тебе или как петь? Не надо было все снимать, это Акапельно. нормально. Да забейте уже, не надо. Я просто спросил, что забейте. Ну, блин, Все, давайте. нет, уже все, мы уже снимаем, прямой эфир на Фейсбуке идет, ты что? Подожди, ты не Хорошо, ладно, я сделаю тебе так. Ay,
Мондочкеме бажи, мондочкема вишни. Турваткети дилавтовоткеме виев, ниже словень мон минель галифни. Той мостома кашуши и виси сидисы, то нет вишки, а я дуга кемень мон катома дарси. Мостов тома бажи, кельме сё име. Призы ты дарни севицвай, сири раншо магда варди. Салак мором, я дик юрка мамти утискай сятку. Ваня де вальма, ваэх лесетя леданя. Силоя сея не валедоня. Мондочкеме бажи, мондочкема вишни. Турваткети дилавтовоткеме виев, ниже словень мон минель галифни. Той мостома кашуши и виси сидисы, то нет вишки, а я дуга кемень мон катома дарси. Мостов тома бажи, кельме сё име. Призы ты дарни севицвай, сири раншо магда варди. Салак мором, я дик юрка мамти утискай. Я искала тебя, я искала твои губы, твои руки, твои плечи. Я поверила тебе, доверилась сердце свое. Только, видимо, для нас счастье недолговечно. Я хотела забыть, я забыла тебя. Мне казалось, в душе ненастья. Я кричала, я просила, умоляла уйти. Ты украл, ты разрушил мое счастье. Вся ведь гроза зель. Вся ведь гроза дель, малая маш ждет день. А Фелеся не метри да, а Фелеся не пене. Как раз на последних строчках, вот то, что мы сейчас пели, девушка говорит парню, который заглянул и оскорбил ее этим в баню, где она мылась. Она ему говорит: уйди, Митрий, уйди, собака. Украл ты крестик серебряный, украл ты душу мою. На этой позитивной ноте мы закончим. Спасибо.